Бисмилляхи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дади Халчи Мягкой. Я хотел дать пояснение по вопросу, связанному с подачей ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума. 26 сентября 2018 года глава Республики Ингушетия Мирзбек Евкуров подписал соглашение, согласно которых наша республика лишилась 34 тысяч гектаров земель. Данное соглашение было продавлено через Народное собрание Республики Ингушетия 4 октября, и фактически это было сделано в нарушении норм действующего законодательства. Конституционный закон Республики Ингушетия о референдуме гласит, что обязательным для вынесения на референдум являются вопросы, связанные с изменением границы территории республики. В свою очередь, глава республики не сделал этого, и соглашения были утверждены без учета мнения населения республики. Таким образом, ни население республики, ни общественность не согласилась с такой постановкой вопроса, и по поручению Ингушского комитета национального единства общественность подготовила пакет документов, провела огромную работу и сдали в избирком Республики Ингушетия ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. На собрании инициативной группы было решено, что на референдум будет вынесен только один единственный вопрос. Согласно населению республики, с соглашениями, которые были подписаны 26 сентября, в результате которых республика потеряла около 10% территорий. Это было сделано в ноябре месяце, но избирательная комиссия республики отказала в регистрации, сославшись на допущенные нарушения. Мы изучили пакет документов, провели повторную работу, подготовили еще одни, оформили надлежащим образом документы, и 19 марта в избирком Ингушетии мы подали необходимый пакет документов, и теперь в течение 15 дней избирательная комиссия должна принять решение. В соответствии с законом, этот срок дается избиркому для того, чтобы проверить поданный пакет документов и направить его в Народное собрание республики. После чего Народное собрание республики в течение 20 дней должна провести свою работу и сказать, соответствует ли нормам закона наша инициатива. И после этого уведомить органы федеральной власти, в том числе Совет Федерации и Государственную Думу. И затем уже нам, населению республики, общественности, будет предоставлена возможность начать сбор подписей. За 60 дней мы, население республики, общественность, должны собрать не менее 2% голосов от общей численности избирателей нашей республики. Это приблизительно около 6 тысяч голосов. Все эти подписи должны быть оформлены надлежащим образом. И после того, как мы проведем эту работу, избирательная комиссия должна дать окончательное заключение. Будет ли назначен референдум на территории Республики Ингушетия? Это то, что касается той инициативы, которую мы, общественность, выполнили по поручению Ингушского комитета национального единства. При этом я хотел бы отметить еще такой момент, который был связан с вопросом о новой законодательной инициативе главы республики, который внес в парламент законопроект в новой редакции Конституционного закона о референдуме. В республике на сегодняшний день действует закон номер 3, который был принят в 1997 году. Особых противоречий с действующим федеральным законодательством в нашем законе нет. Но основным камнем преткновения для нашей антинародной власти региональной являются именно те вопросы, которые в обязательном порядке должны быть вынесены на референдум в Республике Ингушетия. И среди этих вопросов есть такие, как изменение статуса названия республики, изменение границ и территории Ингушетии. Именно этот вопрос мешает нашей власти в дальнейшем осуществлять такие же действия, которые были проведены осенью по изменению территории нашей республики. И фактически угроз, который несет в себе этот закон в новой редакции, это ликвидация статуса нашей республики, вообще ликвидация государственности путем объединения с любым другим регионом, либо вообще ликвидации.
Это те моменты, которые являются для нас очень опасными и недопустимыми. Мы провели экспертизу этого законопроекта. Нам удалось привлечь внимание общественности к этой проблеме, и глава региона отступил, но отступил ненадолго, всего лишь на несколько месяцев, как он заявил, для того, чтобы не изменить этот закон, а для того, чтобы подготовить общественность, может быть, нужную ему общественность, которая просто-напросто согласится с его позицией. Стоит отметить, что на сайте парламента законопроект до сих пор не опубликован. Во-первых. Во-вторых, повестка дня, повестка заседания 109-го Народного собрания не содержит в себе пункт закона о референдуме среди дополнительных вопросов. Надо указать, что это заседание парламента прошло 26 февраля, но при этом сама повестка опубликована только 5 марта, что в принципе и позволило в будущем уже выявить тот факт, что втихую, втайне от народа, как это уже привыкла делать региональная власть, пытается притащить такую антинародную инициативу. Глава республики внес в Народное собрание законопроект, и теперь нам пытается объяснить, что абзац касательно обязательных вопросов, которые должны рассматриваться только на всенародном референдуме, был случайно утерян. Это звучит очень глупо, какая-то попытка оправдаться. Во-первых, это основополагающий, это основа всего закона о референдуме. Во-вторых, если сегодня глава республики подготовил законопроект, задействовал для этого избирательную комиссию республики, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, и не смог включить в него абсолютно все нормы, и смогли потерять этот абзац, то и глава республики, и избирательная комиссия в этом составе, да и парламент республики, который не смог увидеть такой важный, основополагающий абзац всего этого закона, они должны уйти в отставку. Если это было сделано преднамеренно, а мы уверены в этом, то это говорит о том, что власть не представляет интересы Республики Ингушетия и ее населения, поэтому в этом случае она тоже должна уйти, но уже по причине того, что является предательской, и непонятно, чьи интересы она соблюдает в этой ситуации. И в первом и во втором случае нужно отметить, что вместе с событиями прошлого года и летними, когда готовилось антинародное предательское соглашение за спинами населения республики, все эти действия являются полным провалом всей политики региональной власти, как исполнительной, так и законодательной. Если ни парламент, ни глава республики не могут отстаивать интересы населения республики, это говорит о том, что вся их политика направлена против народа. И те обязательства, которые принимали на себя, вступая в должности, они нарушают. Поэтому в данной ситуации у них есть только один выход. Это сложить себе полномочия и избавить население республики от такой предательской власти. Я хотел бы особо отметить, что все проблемы, которые возникают у нас в республике, все проблемы, с которыми мы с вами столкнулись, они встали перед нами только по той причине, что действующая власть сделала все, чтобы население и республики, и страны сформировало у себя мнение, что от их позиции, от их решений ничего не зависит. На самом деле это не так. Мы с вами должны проявлять политическую активность, мы должны участвовать в выборах, и при необходимости мы должны пользоваться активным избирательным правом и выдвигать свои кандидатуры. Мы должны приходить на избирательные участки, наблюдать за выборами, только для того, чтобы торжествовала всегда именно позиция населения республики. Мы должны понимать, что это не просто борьба за власть, это борьба за выживание, это та капля, которая станет последней в чаше терпения и нашей, и в принципе по всей стране. Поэтому я призываю всех проявлять политическую активность, бороться за свои права и свободы и не позволять чиновникам диктовать свою волю населению. Мы, народ Республики Ингушетия, являемся единственным источником власти. Власть должна к нам прислушиваться.